ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Ваба'ад. О рабы Аллаха! Жизни людей обрываются, а жизнь человечества продолжается. Так в чем же разница в состоянии кафира после смерти, который является большинством человечества, и состоянии му'мина, который уверовал Аллаха и в судный день? Что ждет неверных и грешников? Поэтому мы поговорим о могильных мучениях, чтобы это было напоминанием мне в первую очередь и вам. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Фазаккир, фаинна зикра танфа'уль му'минин». Так напоминай же, воистину напоминание приносит пользу верующим. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, рассказывая о кафирах, сказал: «Хатта иза джаа ахадахумуль мауту каля рабби рджи'ун, ла'алли а'малу салихан фима таракт, калла иннаха калиматун хуа каилуха, ва мин вараихим барзахун иля яумин юб'асун». И когда к ним придет смерть, говорит Аллах, в предсмертном миге, в предсмертных страданиях, они взывают к Аллаху: «Рабби рджи'ун». О Аллах, верни меня к прежней жизни. Для чего? «Ла'алли а'малу салиха». Этот кафир, который любит мирское, любит богатство, любит грешить, он взывает к Аллаху о том, чтобы Он вернул его для того, чтобы совершить благие деяния. Почему? Потому что он узрел, что нет пользы от ничего иного, кроме как от благих дел, которые человек совершает на этом свете. Быть может, я совершу благое в том, что в той жизни, в которой я жил. И однако Аллах Субхану ва Тааля знает, чем это все обернется. Аль-Алим, знающий Аллах Субхану ва Тааля, знает, что если его вернуть к жизни, он обратно начнет грешить и не задумается о будущей жизни. Нет же, говорит Аллах, это всего лишь слова, которые он говорит всего лишь. А в дальнейшем его ждут могильные мучения. В дальнейшем его ждет загробная жизнь до судного дня, до дня, в котором его воскресят. Что же такое могила? Каковы описания могилы? Существует ли в могиле наказание? И в чем причина этих наказаний? И как же спастись от этих могильных мучений? Могила – это первый дом в ахирате, в котором му'мину будет оказано почтение, и после которого его ждет еще большее почтение, и в котором, в этой могиле, в которой будет также оказано унижение для кафира и наказание, после которого в судный день ждет большее наказание. Поэтому нам необходимо знать, что смерть – это чаша, которую испьет каждый. «Куллю ман алейха фан». Всякий, кто живет на этой земле, умрет. «Ва ябка ваджху раббика зил джаляли валь икрам». И останется лик твоего Господа, обладателя величия и достоинства. «Куллю нафсин заикатуль маут», говорит Аллах. Всякая душа вкусит смерть. «Куллю шайин халик». Всякая вещь погибнет, говорит Аллах. Всякая вещь погибнет, илля ваджху, кроме его лика, субхану ва тааля. Поэтому у нас нет иного пути, кроме как приготовиться к этой смерти. Воистину, лучшим напоминанием для человека является посещение кладбищ. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Кунту нахайтукум ан зияратил кубур, фазуруха, фа иннаха тузаккируль ахира». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Я вам раньше запрещал посещение кладбищ». Почему? Потому что они, арабы, возвеличивали тех, кто в этих кладбищах похоронен, возводили их в ранг Аллаха Субхану ва Тааля, предавали ему сотоварища.
Однако потом, когда в их сердцах укрепился таухид, когда они поняли, что только Аллах может помочь в трудную минуту, что только Аллах, субхану ва тааля, наделяющий ризком, что только один Аллах достоин поклонения, потом был отменен этот приказ. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: я вам раньше запрещал посещение кладбищ, так посещайте же эти кладбища, воистину они напоминают ахират. Вот цель посещения кладбища. Напоминание об ахирате. Прийти и посмотреть, и увидеть свое будущее. Каждый из нас будет там похоронен. Ибн аль-Кайим, рахмаллаху та'аля, сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, посещал кладбище и делал дуа за мертвых, за похороненных му'минов и муслим, и просил Аллаха, субхану ва тааля, чтобы Он смилостивился над ними, чтобы Он простил их грехи. И однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда проходил мимо кладбища в Мадина, он повернулся в их сторону и сделал следующий дуа. Ассаляму алейкум, я ахлил кубур. Ассаляму алейкум, о обитатели могил. Яхфируллаху лана ва лакум. Да простит Аллах нам и вам. Антум салафуна ва нахну биль асар. Вы наши предшественники, и мы пойдем вслед за вами. Раби' ибн Хайсам, рахмаллаху та'аля, вырыл у себя во дворе могилу. И в каждый раз, когда он в своем сердце чувствовал грубость, чувствовал в своем сердце жесткость, нет, каждый из нас должен это чувствовать. Если мы уверовали в Аллаха, если мы следим за своим иманом, мы должны чувствовать, когда совершили грех, как наше сердце окутывает что-то непонятное, какая-то отдаленность от Аллаха, какая-то жесткость в нашем сердце. Мы должны это чувствовать. Непременно мы это должны чувствовать. И когда Ар-Раби' ибн Хайсам чувствовал такую жесткость в своем сердце, заходил в эту могилу и ложился. Ложился и восклицал: «Рабби рджи'ун! О мой Господь, верни меня! Л'алли а'малю салихан фима таракт. Быть может, я совершу благое дело в той жизни, которую я оставил». Затем сам себе говорил: «Я Раби', о Раби'», сам себе говорит, «Кад раджата фа'маль». Сам себе он говорил: «О Раби', ты вернулся, так давай же работай. Давай работай, давай совершай благие деяния». Каковы описания этой могилы? Так знаешь же, что могила – это в первую очередь речь. В хадисе, который привел Ибн Аби Дунья, говорится: «Инналь майита юк'аду», воистину мертвого посадят. «Ва хуа ясмау хатва муши'ихи», он еще будет слышать шаги тех, которые его похоронили, как они уходят. «Фаля юкаллимуху шай'ун илля кабруху», и с ним больше никто не будет говорить, кроме его могилы. «Ва якулю вайхак ибн Адам», горе тебе, о сын Адама. «Алейса кад хазартани», разве тебе не делали предостережение от меня? «Хузирта дайхи ванатини вадуди», разве тебе не делали предостережение от меня, от моей сжатости, от моего скверного запаха, от тех червей, которые ждут тебя здесь? «Фамаз а'датта ли», что же ты приготовил для меня? Описание могилы – это фитна, это спрос. И Ахлю Сунна валь Джамаа единогласны в том, что каждый человек будет спрошен после смерти, без разницы, как он умер. Утонул он или сгорел, остался непохороненным где-то, забытым где-то в морге, или же расчлененным, с разбросанными кусками тела, без разницы, или если его съели дикие животные, в любом случае человек будет спрошен о его деяниях. Если он совершил благие деяния, то будет воздано ему благом. А если же он совершил плохие деяния, то ему будет за это наказание. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, хадис, который привел имам Аль-Бухари и Муслим, сказал: «Инналь майта иза вуди'a фи кабрихи тавалля анху ва тавалля анху асхабуху иннаху ла ясмa'у хавка ни'алихим». Покойный,
когда его положат в могилу, и отвернутся, и уйдут те, которые его похоронили, он будет слышать звук их шагов, их сандалий. Атаху малякайн, к нему придут два ангела. Фаякуляни лаху, и они скажут ему: ма кунта такулю фи хаза раджуль Мухаммад. Что же ты говоришь, или что же ты говорил относительно этого человека по имени Мухаммад? И му'мин скажет: ашхаду аннаху абдуллахи ва расулю. Я свидетельствую, что он раб Аллаха и его посланник. И ему скажет: унзур иля мак'адика минан нар. Ему скажет: посмотри на свое место в аду. Представляете? Посмотри на свое место в аду. И покажет его место в аду. И потом ему скажет: «Кад абдаляка Аллаху бихи мак'ада миналь джанна». Аллах заменил тебе это место в аду чем? Местом в раю. И покажет его место в раю. Субханаллах. Разве есть победа больше, чем это? Разве есть счастье больше, чем это? Разве есть успех больше, чем этот? Когда человек обезопасен от наказания, которое будет продолжаться вечно. А что же касается кафира или мунафика, то он скажет, когда его спросят о пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям, кто он? Он скажет: я не знаю. Я слышал, их люди что-то говорили, и тоже говорил. И ему скажут: ля дарайта валя таляй. Ты не знал и ошибся в своем выборе. Ошибся в своем выборе, отвергнув послание пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И затем его ударят железным молотом в затылок с такой силой, что его крик услышат все творения, кроме людей и джиннов. Упаси нас Аллах от такого наказания. И Всевышний Аллах субхану ва тааля сказал: «Ва амма аллазина фасаку фама'вахумун нар». А что же касается тех, которые сеяли нечестие на земле, то их пристанищем будет что? Огонь ада. «Кулляма араду ан яхруджу минха уиду фиха», говорит Аллах. И в каждый раз, когда они будут пытаться выйти из этого ада, их обратно вернут в этот ад. Кто? Суровые и могущественные ангелы, у которых в сердце нет нисколько рахма, нет никакой милости в их сердце. وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. И им скажут: вкусите этого наказания. Вкусите наказание ада за то, что вы считали ложью. За то, что вы считали ложью ислам. За то, что вы отвергали Коран. За то, что вы топтали Коран и смеялись над посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, лучшим из человечества. Вкусите теперь наказание. Да, они могут на этом свете делать то, что хотят, но на том свете не будет такого выбора. И хвала Аллаху, который сделал судный день. Хвала Аллаху, который предопределил судный день, который будет для богобоязненных му'минов спасением и радостью. И Аллах успокоит их сердца, показав наказание тех, которые издевались над ними, убивали их, обижали их, или же проявляли какую-либо несправедливость по отношению к ним. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, говорит Аллах. И мы непременно дадим им вкусить малое наказание. Что это за малое наказание? Это то наказание, которое я только что сказал, наказание в могиле. Это Аллах назвал малым наказанием. А впереди его ждет какое великое наказание. И Аллах делает такие напоминания для того, чтобы они покаялись, вернулись к Аллаху субхану ва тааля. Ибн Аббас, рахмаллаху тааля, радийаллаху анху, сказал: «Джузун минху фид дунья ва насибул акбар минху фил кабр». То есть малое наказание, которое им Аллах предопределил неверным, небольшая часть этого наказания их постигнет на этом свете, а основная часть этого малого наказания где? После смерти в могиле. А великое же наказание будет в судный день. И Всевышний Аллах субхану ва тааля также сказал: «Вахака би али фир'ауна суул азаб». И вот настигло войско фараона скверное наказание. «Аннару ю'радуна алейха гудува ва ашия». Огонь ада, которому они будут подвергаться, которому они будут подвержены по утрам и вечерам. «Ва яума такуму ссаату адхилу аля фир'ауна ашадда аль-азаб». Это наказание всего лишь в могиле, утром и вечером.
И еще в судный день что? Прикажет: введите войско фараона, еще худшее наказание. Упаси нас Аллах от такого наказания. Их на этом свете постигло что? Первое наказание. Аллах утопил их. Смотрите, как Аллах спонтанно наказал их. Аллах их утопил чем? Водой. Затем их в могиле ждет что? Огонь. Аль-язбилля. Субханаллах. Они строили козни против Аллаха. И разве Аллах спонтанно не в состоянии ответить им тем же? И Аллах их накажет огнем, и в судный день их ждет еще большее наказание. Всевышний Аллах, обращаясь к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и рассказывая о кафирах, о мунафиках, сказал: «Валяу тара изи залимуна фи гамаратил маут». О посланник, если бы ты видел этих несправедливых, которые наговаривали ложь на религию Аллаха, которые измышляли ложь на религию Аллаха и называли ислам плохими именами, или же придумывали что-то от себя и назвали это исламом, что им? Если бы ты их видел в предсмертный миг, в предсмертных агониях, «Валь-маляикату баситу айдихим, ахриджу анфусакум». Если бы ты видел, как ангелы протянули к ним свои руки, пытая их, наказывая их и мучая их: «Вытаскивайте свои души», скажут они. «Аль-яума туджзауна азаб аль-гун». Сегодня вам будет унизительное наказание. Унизительное наказание за то, что вы на этом свете ходили надменно, возгордились от того, чтобы принять ислам, возгордились от того, чтобы следовать сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Возгордились от этого, посчитали себя выше, чем это. «Аль-яума туджзауна азаб аль-гуни бима кунтум такулюна аля Аллахи гайра аль-хак», говорит Аллах. И вам сегодня будет унизительное наказание за то, что вы наговаривали на Аллаха ложь. «Ва кунтум ан аятихи тастакбирун», и возгордились над его знамениями. И также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, хадис привел имам Муслим: «Лауля ан тадафану лада'ауту Аллаха ан юрикум азаб аль-кабр». Если бы вы друг друга не хоронили, говорит посланник Аллаха, если бы вы не хоронили друг друга, то я бы сделал Аллаху дуа, чтобы он показал вам могильные мучения. И Умму Башар, радиаллаху анха, сказала: «Вахаль лиль кабри азаб». Разве в могиле есть наказание, мучение? И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Иннахум ла юаззабуна азабан тасма'уху аль-бахаим». Воистину их подвергают таким пыткам и такому наказанию, которое слышат все животные. Ля иляха илляллах. И также сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, делал дуа, прося у Аллаха защиты от этого наказания, прося у Аллаха защиты от этой фитны. Если сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, делал такой дуа и боялся этого, насколько мы должны бояться этого? «Аллахумма инни а'узу бика мин азаби джаханнам». Я Аллах, я прибегаю к тебе за защитой от наказания ада. «Ва мин азаби аль-кабр», и от наказания в могиле. «Ва мин фитнати аль-махья валь-мамати», и от фитны этой жизни и смерти. «Ва мин фитнати аль-масихи даджджаль». И я прошу у тебя защиты от фитны даджджала. О рабы Аллаха, в чем же причины могильных мучений? В чем же причина загробных мучений? Первая причина – это, конечно, неверие в Аллаха, отвержение религии Аллаха субхану тааля, отказ следовать сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Также легкое отношение к чистоте, когда сам человек не очищает себя от наджасы и скверные нравы. Однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, проходил мимо двух могил и сказал: «Иннахума ю'аззабан». Этих двоих подвергают мучениям. «Ва ма ю'аззабани фи кабир», сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И та причина, по которой их подвергают мучениям, невелика, ничтожная причина. Что это за причина? «Амма хаза факана ла ястанзиху мин аль-бауль». Что же касается этого, то есть первого, то он не очищался от своей мочи,
не очищал свое тело от мочи, не очищал свою одежду от своей же мочи. Что же касается второго, то он занимался сплетнями. Разводил сплетни и работал над тем, чтобы испортить отношения между людьми. Хадис привел имам Аль-Бухари. Также одной из причин загробных мучений является легкое отношение к омовению. Не делать это омовение полностью. И также оставить своего брата-мусульманина в беде, когда над ним был какой-то гнет или кто-то его притеснял. Когда ты видишь такое притеснение и, имея силы остановить это притеснение, не останавливаешь его. Равнодушие. В хадисе, который привел имам Ахмад, говорится, что приказали высечь сотни ударов одного раба в могиле. Когда же он очнулся, спросил: за что вы меня наказываете? Ему сказали: «Иннака салляйта салята мин гайри таху». Воистину ты делал намаз без омовения. То есть то омовение, которое ты взял, было недействительным. Ты сделал какое-то упущение в этом. «Вамарарта аля мазлумин фалан тансурху». И ты проходил мимо обиженного, и, имея силы помочь ему, избавить его от этого гнета, не помог ему. Поэтому следует уделять внимание тому, как брать правильное омовение. Альхамдулилlah, Аллах разъяснил все. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, не оставил ничего неразъясненным. Все ясно. Как делать омовение, как делать намаз. Однако проблема в нас, что мы не задумываемся о том омовении, которое мы берем. Быть может, мы столько лет берем омовение, а быть может, Аллах не принимает это омовение, потому что оно не соответствует тому омовению, которое брал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть упущен какой-то рукн, упущен какой-то столб омовения. Поэтому нужно уделять особое внимание тому поклонению, которое ты делаешь Аллаху субхану ва тааля. Также одной из причин наказания в могиле является преступление, такое как воровство. И в хадисе, который привел имам Аль-Бухари, говорится, что однажды был человек по имени Каркара. И когда он умер, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал про него: «Хуа финнар», он в аду. «Ва инна шамлятан ташта'илу алейхи наран фи кабрихи». И воистину, тот плащ, который на нем, над ним разводится огонь, и его сжигают на этом огне. И сахаба, радиллаху анху, посмотрели, пошли к нему домой и посмотрели, и обнаружили в его доме плащ, который он украл во время джихада. Украл он это. Ибн Аль-Кайим, рахмаллаху та'аля, сказал, что в могиле подвергают мучениям также за большие грехи. За те грехи, которые человек совершает сердцем, глазами, ушами, языком, животом, своими половыми органами, рукой, ногой. И очень много людей не обращают внимания на то, что они делают этими своими органами. И дальше Ибн Аль-Кайим сказал: «Вальфаизу минхум калиб», а спасшиеся из людей очень малочисленны. «Фазавахир кубури турабун». И он говорит: снаружи эти могилы нам видны как земля. Снаружи они имеют вид земли, а снутри над ними, или снутри этих могил, что? Сожаление. Огромное сожаление, которое чувствует человек, сделавший упущение своей жизни. Что же касается причин, которые спасают от могильных мучений, одной из самых великих причин, которая спасает от могильных мучений, является шахада на пути Аллаха. Я прошу Аллаха субхану ва тааля, чтобы Он нас наделил такой шахадой по своей милости и по своей щедрости. Посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, спросили: «Ма балю шахада, ла юфтануна фи кубурихим». Почему же шахиды, их не будут спрашивать в могиле? И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Кафа би баракати сайфи аля расихи фитнатан». Ему достаточно того, что он испытал, когда меч пронесся над его головой. Хадис приводит имам Ан-Насаи. Одной из причин спасения от наказания в могиле
является чтение суры Аль-Мульк. Хадис приводит имам Абу Дауд и говорит, в котором посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Инна фил Кур'ани суратан 30 ая, шафа'ат ли раджулин хатта гуфир лаху». Поистину в Коране есть сура из 30 аятов, это сура Аль-Мульк, которая будет заступаться за человека, пока не простится ему, пока Аллах не простит все его грехи. Также из благих дел, из причин, которые спасают от наказания в могиле, это праведное деяние. В хадисе, который привел ат-Табарани, говорится, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Инналь майита иза вуди'a фи кабрихи иннаху ясмау хафка ни'али». Воистину, покойного, когда положат в могилу, он будет слышать шум обуви тех людей, которые его похоронили, как они уходят. И если это был му'мин, говорит посланник Аллаха, то намаз станет у его изголовья. А пост не 3 дня поста, а 30 дней поста. Месяц Рамадан. Пост станет справа от него, а закат станет слева от него. И остальные благие деяния будут у его подножия. И когда к нему подойдет наказание со стороны головы, намаз скажет: «Ма гибали мадхаль», с моей стороны нет входа. Когда потом наказание придет к нему справа, и пост его скажет: с моей стороны нет входа. Затем слева придет, и закат скажет: с моей стороны тоже нет входа. И когда это наказание попытается подойти к нему со стороны ног, его благие деяния скажут: с моей стороны нет входа. Это какие благие деяния? Это сунна посланника Аллаха. Это добро людям. Это мечети построенные. Это больницы построенные. Это дороги исправленные. Это благое слово, мягкое слово, которое ты сказал близкому или дальнему. Это все благие деяния, которые ты сделал на этом свете. Также из причин или из признаков спасения от могильных мучений является смерть в пятницу или в ночь на пятницу. И посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Ман мата лайлат аль-джум'a ау яум аль-джум'a аджирун мин азабил кабр». Кто умер в пятницу или в ночь на пятницу, он спасется от могильных мучений. Хадис приводит имам Ахмад. Также одной из великих причин спасения от могильных мучений это является отчет. Когда человек сам себе дает отчет, сам с себя берет спрос за то, что он сделал. Постоянное обновление таубы. Перед сном человек вспоминает то, что он сделал за целый день, и сам себя отчитывает. Также причиной спасения от могильных мучений является дуа. Дуа, который мы делаем за них, за наших братьев и сестер, за наших отцов и матерей, за наших детей. Это дуа за них, которую мы делаем, и просьба о прощении грехов, и также садака, пожертвование за них, и также хадж за них, если они не успели сделать при жизни, или же долги отдать за них. Однажды посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, когда похоронил одного из сахаба, постоял у могилы и сказал: «Истагфиру ли ахикум», просите прощения за вашего брата. «Вас'алю лаху таthбит», и просите у Аллаха укрепления для него. «Фаиннаху л'ан юс'аль», воистину он теперь подвергается спросу, то есть его спрашивают. Хадис приводит имам Абу Дауд. И однажды один человек пришел к посланнику Аллаха саллаллаху алейхи вассалям и спросил его: «Я Расул Аллах, инна умми ифталата». О посланник Аллаха, воистину моя мать умерла внезапно и не оставила после себя завещание. И я думаю, говорит он, я думаю, что если бы она сейчас могла говорить, то сделала бы садака. Можно ли мне за нее сделать садака? И посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Наам, да, можно». Хадис приводит имам Аль-Бухари и Муслим. О рабы Аллаха! Существует огромное количество людей, которые не верят в загробный мир. Они отвергают это, хотя своими глазами видят, как люди умирают. Они своими глазами видят, как смерть не выбирает только старых. Смерть приходит ко всем, и молодым, и старым, и здоровым, и больным, и к му'минам,
и кафирам, и мужчинам, и женщинам. Всех забирает смерть, однако они не верят в это. Какова позиция муслима относительно загробных мучений? У нас должно быть ясное убеждение, твердый иман, что непременно эти мучения существуют, что Аллах Субхану наш Господь, и мы Его рабы, и что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, наш пророк, и мы Его последователи. И Аллах Субхану сказал: «Ваман асдаку мин Аллахи хадиса». И кто же правдивее Аллаха своей речью? А посланнике Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах сказал: «Вама янтаку анил хава, ин хуа илля вахью юха». Он не говорит по своей прихоти. Посланник, саллаллаху алейхи вассалям, не говорит по своей прихоти. Его речь всего лишь откровение, которое ему внушает Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому нам следует быть твердо убежденным. Даже если мы не видим этого, мы не видим этого наказания. Но Аллах Субхану ва Тааля, разве кто-нибудь видит Аллаха? Мы же уверовали в Него, правильно? Уверовали в посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Уверовали в судный день. Уверовали в ангелов. Всего этого мы не видели. И это является одним из признаков му'минов, верующих, веровавших в то, что они не видят. Аллах сказал: «Аллазина ю'минуна биль гайб». Те, которые уверовали в сокровенное, те, которые уверовали в невидимое. И воистину, у каждого человека есть 4 дома. 4 дома. Каждый из которых величественнее и больше предыдущего. Первым домом человека является утроба матери. Там, где Аллах творит его, облачает его кожу или облачает его кости мясом, а мясо кожей. Каждый из нас прошел через это. Именно там в нас вдохнули душу. Это первый наш дом. Вторым нашим домом является этот мир, в котором мы живем. И этот мир шире, чем утроба матери. Третьим домом человека является аль-барзах, загробный мир. Он намного шире, чем этот мир, в котором мы живем. Однако в этом мире или в том мире барзаха нет уже деяний. И четвертым миром, в котором непременно прибудет человек, это будет ахират. То есть или джанна, или джаханнам, или рай, или ад. Нет больше дома у человека, кроме этих 4 домов. Нет больше дома. Фатабарак Аллаху ахсану халикин. И благословен Аллах, лучший из творцов, который своей мудростью предопределил все это для человека. Своей мудростью, субхану тааля. И мы находимся пока во втором своем доме. Единственном доме из всех этих 4 домов, где мы можем хоть что-то сделать для того, чтобы получить лучшее в будущих домах. Или избежать худшего. Этот дом самый обширный для наших возможностей. Быть может, он меньше своим охватыванием, чем будущие наши миры, в которых мы будем жить, или будущие наши дома. Однако, этот дом для наших возможностей самый широкий. Так возьмем же пользу с нашего выбора. Возьмем пользу с той силы, которую Аллах нам даровал. «Валя хауля, валя куввата илля билля». Возьмем пользу с того разума, который Аллах нам даровал, чтобы выбрать правильное. И если мы используем то, что нам Аллах даровал, и те богатства, которые Аллах нам даровал, и ту силу, и ту жизнь, и тех детей, и все остальное, что Аллах нам даровал, так, как показал нам Аллах, то непременно мы увидим плоды этих дел в будущем. Давайте же жить так, чтобы каждый день был нам прибавлением в благих деяниях, а не наказанием. Делайте то, что в ваших силах. Делайте то, что в ваших силах для вашей религии, которой мы должны гордиться, а не стесняться. Любить, а не ненавидеть. Быть ревностным к ней, а не равнодушными. Работать для нее, а не отлынивать от этой работы. Всевышний Аллах сказал: «У'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'а». Поклоняйтесь одному Аллаху,
Одному Аллаху, субхану та'аля, поклоняйтесь и не предавайте ему сотоварища никого. «Вабиль валидайни ихсана». И делайте добро для своих родителей. Делайте добро им, так же, как они сделали добро для тебя. «Вабизиль курба, валь ятама, валь масакин». И делайте добро своим близким, и сиротам, и мискинам. «Валь джари зиль курба», и соседям. «Валь джари джунуби», или дальним родственникам. «Вассахиба биль джам». И делай добро своему попутчику. «Вабни саби». И делай добро нуждающемуся путнику, который не может закончить свой путь. Делай ему добро. «Вама малакат айманукум». И делайте добро тем, кем вы владеете. Рабы ли это или слуги? «Инна Аллаха ла юхиббу ман кана мухталан фахура», говорит Аллах. Воистину Аллах не любит всякого, кто является гордецом и надменным. И дальше Аллах сказал: «Аллазина ябхалуна ва яхмуруна наса биль бухл». Аллах не любит тех, которые жадничают и людям приказывают скупость. «Ва яхтумуна ма атахуму Аллах мин фадли». И они скрывают то богатство, которое Аллах им даровал. Скрывают это богатство от людей. «Ва атадна лиль кафирина азабан мухина», говорит Аллах. И мы приготовили кафирам унизительное наказание. Унизительное, потому что унижение для них, это для них самое трудное наказание. Они привыкли жить на этом свете с гордостью. Они привыкли считать себя самыми лучшими людьми. И, быть может, вы видите кафиров, которые, может быть, являются президентами. Ездят на самых дорогих машинах. У них яхты, у них дорогая обувь, дорогая одежда, у них дворцы. Но они самые худшие из людей. Мы должны это понимать. Мы должны это понимать. Они самые худшие из людей. И му'мин, который живет честно зарабатывает, живет на свою зарплату или торгует и придерживается шариата, быть может, на нем рваная одежда, быть может, у него разваливающийся дом, быть может, у него нет никакого верхового животного или нет машины. Аллахи, этот му'мин любимее Аллаха, чем этот кафир. И Аллах намного больше ему даст, чем то, что имеет кафир сегодня. Нам необходимо выкинуть из своих сердец эту любовь к кафирам. Выкинуть из своих сердец чувство, что мы умрем без них. Нет. Аллах субхану ар-Раззак, Аллах дарующий риск. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сахаба, радиллаху анхум аджмаин, показали своей жизни, каким должно быть отношение человека с Аллахом. И каким должны быть отношения мусульман с неверными. И каким мягким должно быть отношение му'мина к другому му'мину. И Аллах субхану говорит: «Валлазина юнфикуна амвалахум риаа ан-наси ва ла ю'минуна билляхи ва ла бил яумил ахир». И те же, то есть кого Аллах не любит, они те, которые тратят огромное имущество, быть может, однако делают что? Показуху. Ради показухи они это делают. И не веруют ни в Аллаха, ни в судный день. «Вамай якуни шайтану ляху каринан, фаса карина». И тот, чьим другом будет шайтан, насколько скверен этот друг, говорит Аллах субхану. «Вамаза алейхим лау аману билляхи валь яумил ахир», говорит Аллах, обращаясь к ним. Субханаллах. Аллаху нет никакого интереса наказывать людей. Аллах говорит, что же им было плохого? Что было бы им плохого, если бы они уверовали в Аллаха и в судный день? «Ванфаху мимма разакахумуллах». Что было бы им плохого, если бы они уверовали в Аллаха и в судный день и тратили бы из тех средств, которыми Аллах их наделил? «Вакана Аллаху бихим алима», говорит Аллах. Аллах же знает то, что они делают. «Инна Аллаха ля ядлиму мискаля зарра», говорит Аллах. Воистину Аллах никому зульм не делает. Аллах никому несправедливость не причиняет. «Интаку хасанатан юдаифха». Если это благое дело, Аллах наоборот увеличивает его награду. Аллах не убавляет благих ваших дел. Так же, как Аллах не дописывает вам лишние плохие деяния, которых вы не делали, не делает этого. Аллах выше этого. Аллах справедливый, субхану тааля. «Ва ю'ти мин ладунху аджран азима». И Аллах непременно даст от себя великую награду. И я прошу Аллаха дать нам правильное понимание религии. Работа, ради возвышения которого является долгом каждого
уважающего себя мусульманина, верующего в Аллаха и судный день и могильное наказание.